В двух местах на дороге в городе Алекминске наиболее проблемные участки. Выявились они во время таяния снега. Один из участков по дороге в авиапорт. Здесь сталые воды промыли участок, создав угрозу обрушения. Там очень большая труба лежит тысячная. Но дело в том, что в результате оттайки, потом снова замерзания ночью, она слоями замерзла. Поэтому, когда мы ее пробили, еще вторая проблема, мы пробили трубу, очистили ее, а дно озера, оно полностью замерзло. В принципе, сейчас здесь видно, что лед был полностью на дне заморожен, из-за этого вода не поступала в трубу. Начала выходить на дорогу, вот, по дороге в село Авиапорт и на улице Кирова. Произошло частичное обрушение дорожного полотна. Сейчас, значит, мы производим демонтаж старого полотна. Потом будет проведена отсыпка и планировка участка. Мы планируем эти работы сегодня уже завершить. Это не решение задачи. Уверен Михаил, в дальнейшем здесь необходимо провести дополнительные работы. Это вот полностью где-то 20 квадратов все скрываем. И потом грунтом его закапываем обратно. И все. Пока это временно. А потом все равно им надо бетонировать. Основательно. Основательно, ага. Бетонировать еще одну трубу надо ложить. Обычно одну трубу ложат, вторую ложат. Одну закрывает, чтобы там не замерзло. А весной они открывают, чтобы такой ситуации не было. Также пострадал мост на одной из улиц. Здесь также прошел большой поток талых вод. Восстановительные работы планируются на улице Кирова, на водопропускном мосту. Тоже планируем сегодня начать, но там больше объем работ, поэтому там, наверное, дня 2-3 будет проводиться работа. Огромное количество снега дало о себе знать. Дома жителей ряда улиц подтапливает часто. Не исключение и этот год. Ну, ничего приятного нет, конечно. Вы поглядите, вот я на улице Миллиард там живу, что там творится. Там нет подтопления, но лужи там. Ну, он с нас с озера подтапливает. Нас топит вот каждую весну. от городского хозяйства. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.